искрящиеся поля снежной пустыни и бескрайние дали затерянной тундры, загадки манящей Арктики и секреты народов, поклоняющихся солнцу. Тысячи километров и никакой цивилизации, только снег и оленья упряжка. Все это здесь. В новом сезоне «Отмороженной» на Крайнем Севере. На этих выходных моим домом станет самый молодой, самый сложно проходимый, самый горный и такое ощущение, что самый снежный улус. Так что передаю вам привет из Эвено-Бутантайского района. Об этом районе Якутии известно очень мало. Он стоит огороженный ото всех непроходимыми верхоянскими хребтами. Такой закрытый снаружи, но очень гостеприимный внутри, Эвено-Бутантай много тысячелетий скрывает секреты севера. Вот вы первые, которые здесь приехали специально к этому месту, потому что мы это место никому не показывали. Здесь оставили след древние моллюски. Обитают уникальные якутские коровы. А у меня живот не заболит. Прячется красивейший снежный горный баран. Вот там, точка, это снежный горный баран. И много столетий живет северный народ Эвены. Снежные пустыни и огромные горы – вот их дом. Эвено-Бутантайский район – это место для тех, кто любит покорять вершины. Еще чуть-чуть, и я увижу горы. А что я их уже вижу? Они же везде, горы везде. Туристам добраться до административного центра района поселка Батагай-Лыта можно на самолете. Речного сообщения нет. Автозимник используют только для доставки товаров первой необходимости. На дорогу уходит свыше 10 дней. Этот неприметный деревянный домик и есть аэропорт Сакырыр, главное место встречи и проводов для всех бутантайцев. В аэропорт Сакырыр летает раз в неделю, но направление очень популярное. Билеты сюда можно покупать за неделю или даже за 2. Где тут куда-то дальше? Как и много где на севере, от аэропорта до поселка 2 шага. Расположен Улус за северным полярным кругом между двумя реками – Леной и Яной. На сегодня этот маленький район является одним из самых труднодоступных в Якутии. Центром считается поселок Батагай-Лыта, но местные его называют Сакырыр. На самом деле у района очень интересная история. Эвено-Бутантайск считается самым молодым в Якутии. Его образовали в 1989 году. Мы с ним вообще ровесники. Раньше все эти земли относились к Сакырырскому району. Да-да, и такой был. В 60-е район упразднили, а территорию отдали соседним – Верхоянскому и Кобяйскому районам. 25 лет сакырырцы вынашивали план отделения и, наконец, в 1989 году вернули себе территориальную независимость. Из поселка уже открывается потрясающий вид на горы. Все это главное украшение района. Все это Верхоянский хребет. Он занимает западную часть района. На северо-востоке уже другой хребет – Кулар. Благодаря этой горной системе здесь сохранилась древняя якутская корова. Что ж вы от меня так сбегаете? Черная не боится? Знакомьтесь, якутская буренка.
Корова этого вида всегда небольшого роста, с бычкообразным туловищем и короткими крепкими ногами. Между рогами очень маленькое расстояние, а тело и вымя обильно покрыты шерстью. Очень хорошая. Вот она, настоящая якутская буренка. Сотни лет у этой коровы ушли на то, чтобы привыкнуть к морозу и к такой еде, да, хорошая моя? В результате вот такое вот чудо. Красотки. И это чудо можно увидеть только в Эвено-Батантайском районе, таком труднодоступном, что сюда не смогли добраться другие породы для смешивания. Здесь все фермерские хозяйства занимаются разведением именно этой породы. Молока якутская корова дает не так много, но его жирность почти в 2 раза выше, чем у обычного. Оно такое теплое. Прям из-под коровы. Оно очень жирное. Прям такие, можно сказать, слабопроцентные сливки. Напоследок селфи с моей буреночкой. Иди сюда, моя дорогая, я тебя поцелую. Все на меня так смотрят. А еще на территории нынешнего Эвено-Батантайского района уже не одно столетие живет милый северный народ эвены. Кто же они такие? Сказать, когда именно возник этот народ, невозможно. Известно, что в 17 веке, когда на северные земли пришли первооткрыватели, то эвены занимали территорию от Лены до Охотского моря и от Алдана и Улей до Северного Ледовитого океана. Тогда их называли ламуты, и селились они либо в верховьях гор, либо рядом с морем. А появились эвены в результате смешения 3 народов – юкагиров, эвенков и коряков. Поэтому и переняли у них многие обычаи. Сейчас на земле сохранилось 20 тысяч представителей этого народа. Раньше эвены делились на мелкие группы в зависимости от территории проживания. Здесь, между Верхоянских хребтов, поселились эвены под названием тюгесиры. Это в честь зимней птички, тундриной чечетки, которую они считают своим покровителем. На самом деле, чтобы познакомиться с настоящими эвенами, не обязательно ехать в стадо. Можно просто зайти в этнокультурный центр. Ого! Дети вышли. Да тут целая ярмарка. Я к вам. Про национальный костюм расскажите, пожалуйста. Из чего состоял, какие элементы? Национальный костюм в основном состоял из собственно костюма, да? Бывает куртка и меховые штаны, тарбаза, шапка обязательно. Но национальный костюм бывает зимний и летний. Зимний из меха, летний из... Зимний из меха, летний из равдуги, замши выделанные. Равдуга – это замша. Замша выделанная. Из чего? Из оленей шкуры? Из оленей шкуры. Ничего себе. Раньше не было никаких отличий между покроем мужского и женского костюма. Различить их можно было лишь по украшениям. Такой вот северный унисекс. Я знаю, что эвены специально делали вот такие узоры по краям рукавов, по долу, да чтобы злые духи не проникли внутрь. Вот такая эвенская магия. А еще сложно было определить по кафтану, к какому народу относится человек. Например, у юкагиров и эвенов костюмы были одинаковые. А чем отличается эвенский костюм от эвенкийского? У эвенкийского костюма больше бисера. И у них больше воды, например. Больше воды, у них эти гусиные лапки, ну, у них эти водоплавающие. Вот местонахождение тоже. А у эвена больше горы, эти горные люди. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и опять у меня декабрь. Сохранили эвены и другую уникальную вещь – календарь, который исчисляется по частям тела. Эвенский календарь они придумали так, чтобы вот январь, да, с головы начинать. Вот на теле человека
На теле человека. Или человека, да. Голова напрямик, январь, февраль, март. По левой стороне идет январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. А так тут же январь. У меня что-то не то. Не женский, да, не женское тело, а мужское. Почему-то так. Давайте, Тело мужское. давайте вместе. А по мужскому телу считалось? Ну тогда все понятно. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Получилось 12 месяцев. Пока ученые не нашли этому объяснения, возможно, это древняя система времяисчисления, связанная с положением астрономических объектов. Раньше все венские танцы и песни были школой для детей. Из них они узнавали о том, как поймать оленя, научиться охотиться или просто шить кафтан. Так что это необычное развлечение. На сцене девушки с помощью танца рассказывают очень грустную историю об уважении к пожилым людям. 7 сестер эвенок, завязав свои косы в порыве танца, падают с горы одна за другой. И все это из-за дурного характера девушек и пренебрежения к слепой старушке. Слышите? Никакой музыки, только бубен и горловое пение. Как было раньше. И так с каждым танцем. Это просто мини-театр какой-то. Не знаю, как вы, а я влюбилась в венскую культуру. Магазинов в поселке много, как и собак. Но если последние не кусаются, то цены первых вполне себе могут. Все мы уже 100 раз слышали про северные цены. Сейчас я с ними познакомлюсь. У меня всего лишь 200 рублей. Смогу ли я купить себе ужин? Здравствуйте. Я пришла купить продукты у вас. Не снимайте. У нас 200 рублей денег. Что можно купить на эти деньги? Цены здесь действительно заоблачные. Вот, например, молоко 120 рублей. В среднем по России такая пачка макарон стоит всего 30 рублей. Здесь 70. Маленький кусочек молочной колбаски 90 рублей. А вот и йогурт 40 рублей. Продукты просто золотые. До свидания. Сейчас буду грызть вот эти вот макароны в сухомятку и заедать колбаской чайной. А на утро у меня есть йогурт. Сегодня начинается самая интересная часть моего приключения. По одной из версий, название Эвены означает «спустившиеся с гор». Звучит очень красиво, и несложно догадаться, почему такой перевод. Я еду к самому подножью гор, чтобы встретиться с оленеводами. Красивые такие. Оп. Ой. Здравствуйте! Меня зовут Катя. Настя, очень приятно. Дорога была нелегкая до вас, но вы добрались. Мои новые знакомые.
семейство кочевых оленеводов Константиновых. По традиции, во время встречи здесь принято танцевать национальный танец эвенов «Сетия». Танец олицетворяет собой солнце. Это, между прочим, главное божество эвенов. Ну все, танец закончился. Своими круговыми движениями мы благодарили солнце за все хорошее. Вообще, как выбрали это место? Такое классное, везде горы, куда ни глянешь. Ну, у нас везде. Везде так, то есть особо выбирать не пришлось. Семья живет в условиях кочевья. Зимой располагаются в деревянной избушке, летом с палатками уходят в горы. Олень – это ведь не корова, ему хатон не построишь. Животному нужно постоянное движение. А сейчас что делать будем? Сейчас в стадии В стадо поедем? На нартах? Круто. Кстати, нарты – это заимствованный эвенами у якутов вид транспорта. Обычно они использовали оленя под седлом и перевязывали багаж веревкой сверху оленя, то есть ездили вьючным способом. Вот я и добралась до места, где кочуют настоящие северные олени. Столько оленей бежит, мамочки! У меня просто разбежались глаза от масштаба хозяйства. Сейчас к нам пригнали 300 оленей, и Афанасий может отличить каждого по форме ушей, цвету, даже носу. Тут, к сожалению, пара не видно. Обычно, когда очень много оленей, образуется пар сверху, потому что они дышат. И там температура на 10 градусов теплее. Давай, давай, не бойся. Олени очень любят соль. Афанасий держит как своих частных оленей, так и государственных. Один такой красавчик стоит 30-35 тысяч рублей. Видите, какой он большой? Эвенский олень, в отличие от чукотского и корякского, всегда был более больших размеров и выносливее. Эвены верили, что у каждого человека есть свой олень-покровитель, который берет на себя все беды. Таких оленей называли солнечными. И если что-то случалось с их хозяевами, то священное животное забивали, чтобы отвести несчастье. В такие минуты становится дико жалко бедного зверя. Но потом понимаешь, что вся жизнь этих людей вращается вокруг оленя. Он пища, он одежда, и он же транспорт. Здесь это вопрос выживания. Несмотря на все, эвены стараются, чтобы животное не мучилось. Один короткий удар в тыльную часть шеи, и все. Ага. Ага, оленя жалко. Ой, извините, но я больше не... У меня чуть обратно это все не вышло. Это что-то просто какая-то непонятная мерзкая жидкость. На самом деле теплая кровь только что забитого оленя быстро возвращает силы. Но само осознание того, что ты пьешь чью-то кровь, уже вызывает чувство отвращения. Мне такие деликатесы совсем не по вкусу. Теперь я на кухне. Именно сюда попадает разделанный олень, в руки дамам. У эвенов с этим строго. Место женщины, как хранительницы очага, рядом с котлом. Мужчинам здесь даже посуду нельзя мыть, иначе она будет греметь за ними повсюду на охоте. А оленина в семье – мясо любимое. После такой готовки от зверя не остается ничего. В ход идут все части тела – потроха, копыта, мозг, кровь, печень, ну и само мясо, разумеется. Спасибо. Это у нас потроха вареные. Пробуем. Такое нежное, вообще вкусно. Такое мягкое, прям тает во рту. Другой вид потрохов. Тянутся, как резинка.
А вот эти, мне кажется, не понравились. Я, пожалуй, не те буду. Это у нас костный мозг. Не представляю, какой он на вкус. Но выглядит не очень. Ну, мне не понравилось. Я просто чувствую, что это сырое. И теперь очень сильный привкус жира во рту. Он действительно очень жирный. Костный мозг. Ну, как и все, что я ела сегодня, наверное. В таежной глуши, далеко от цивилизации. И с чем бы вы думали? С Wi-Fi и телевизором. Спасибо спутниковым тарелкам. Сегодня оленеводы – продвинутые пользователи интернета. Всем спокойной ночи! Доброе утро, друзья! Что может быть прекраснее ледяной водички с утра? Аромат свежести! Опять меня занесло куда-то. Еще ледяной водой умываться. Я гостила в семье настоящих оленеводов. Без кочевья они не представляют свою жизнь. Как только наступает весна, сразу в путь, в горы за оленями. И здесь наши дороги расходятся. Спасибо за все! Удачного кочевья вам! Удачи! Давай 5! Кау! Удачи вам! Хороших оленей! И теплой одежды! До свидания! Пока! Дальше я еду покорять другие вершины Верхоянского хребта. А сейчас я еду в село Джаркылах, откуда отправлюсь к Верхоянским хребтам за Чубуку. Добраться до Джаркылаха вообще большая проблема. 75 километров мы преодолевали за 3 часа, а летом здесь дорог вообще нет. Можно долететь только на вертолете. Здесь живет всего 200 с лишним человек. Работники администрации, школы, детского сада, других учреждений. Котельной нет, поэтому село всегда окутано пеленой дыма, бегущего из труб милых избушек. О, Катерина, добрались, да? Здравствуйте! Здравствуйте. А вот и наш герой, Михаил Колесов, кочевой эвенский поэт. Ну, дорога будет долгая. Попробуем поискать баранов. Поедем к сакральному месту, родовому. Вас оденут потеплее, мы оденем. Здесь дорогу часами не мерят. У нас 165 километров, и за сколько мы доберемся, только Богу известно. Опа! Фу. Поехали! Между прочим, мой гид по этим местам Михаил Колесов, самый знаменитый эвенский поэт. Несколько лет назад его стихи были признаны лучшими в России, а сам Михаил получил награду «Золотое перо» в Москве. Самая главная опасность на пути – это наледь. Даже при сильных морозах не все реки промерзают до конца. Из-за избыточного давления вода просачивается через трещины на льду и замерзает. Большим машинам провалиться в таких условиях не составит труда. Надо внимательно ехать. Наледь, там пустоты. Что говорите? Наледь, пустоты, говорит. Вот это! Мы куда поедем? Ну, опасно. Опасно.
вот и наша первая остановка – сакральное место эвенов и юкагиров. Дорогу сюда не знает ни один охотник в районе, лишь Михаил. Вот вы первые, которые здесь приехали специально к этому месту, потому что мы это место никому не показывали. Предки Михаила кочевали именно на этой территории. И еще будучи мальчишкой, он видел, как здесь делали жертвоприношение в виде возложения на камень печени убитого оленя или барана. Раньше эвены и юкагиры воевали. Шаман тогда начал камлать юкагирский. Он начал камлать, и сразу большая буря налетела. И он сказал людям, что по его следам пошли. И вышел из юрты. Когда люди вышли, буря стихла, а шаман летел низко над землей на своем бубне вниз по речке. Люди пошли по его следам и вниз пришли и вот так поднялись, как мы. Поднялись и увидели издалека барана на этой скале. И подкрались и добыли его, и накормили людей. И увидели этот знак. А шамана и бубна не было. А дальше следов его не было тоже. Исчез. Исчез. А след остался. След вот этот остался. Место и правда леденящая кровь. Узкое ущелье как будто сдавливает с двух сторон, а скалы нависают над тобой. Когда вспоминаешь, что здесь проводились жертвоприношения, так вообще начинают бегать мурашки. А вы верите, что это бубен шамана? Нет, конечно. Но то, что тут, когда просишь, то это исполняется, это я точно знаю. Останавливаемся совсем ненадолго, ведь дальше еще очень длинный путь. Главное добраться до места ночевки, до заката. На ночлег мы остановились в домике оленеводов Капитоновых. Здесь перед самым сном мне удалось послушать рассказы Петра Михайловича. Это отец нашего проводника. Ему 83 года, но он прекрасно помнит все легенды, рассказанные ему еще его дедушкой. Например, про самого сильного эвена Константина и загадочную игру, напоминающую американский футбол. По рассказам предков, Константин мог таскать на себе мясо горных баранов, а это примерно 200 килограммов. Также он был очень ловким и удивительно быстрым бегуном. По преданиям, о верховьях Лены на песках играли в так называемую игру «мяч». Из толстой кожи шили специальную емкость круглой формы, которую до отказа заполняли песком. Мяч ставили на середину поля, где с обеих сторон находились соперники. По сигналу они начинали быстро бежать к мячу, и кто первый хватал его, должен был добежать до поля соперника и с силой воткнуть мяч в песок на территории специальных узких ворот. В этой игре не было равных сильному и быстрому Константину. Все, практически на финишной прямой, еще чуть-чуть, и я наконец доеду до природного резервата. Урулган-Сис – это ресурсный резерват, то есть охраняемая территория. От кого бы вы думали? Конечно, от человека. Здесь очень много разных полезных ископаемых, которые каждый год изучаются геологами. Добыча не ведется, все это запас на будущее. Но то, что эти горы хранят много природных богатств, сомнению не подлежит. Все, мы у самого важного перевала, за ним уже начинается природный резерват. Все это принадлежит животным. Вот я и на месте. Вы только посмотрите на эти горы. Все это центральная часть Верхоянского хребта. Она носит название Урулган. Этот хребет тянется на 500 километров вперед. Где-то там далеко-далеко точно ни разу не ступала нога человека. А его высота составляет до 2409 метров. Представляете? Это все равно, что взять самое высокое здание в мире, Дубайскую башню, и умножить ее 3 раза. Такие ровные склоны. Мечта любого горнолыжника. Хорошо, что эта территория очень труднодоступна. Именно в этом уголке Якутии сохранилась нетронутая человеком земля. Я почувствовала себя на маленьком островке рая, куда не удалось добраться людям. Осталась самая маленькая и сложная часть пути – увидеть снежного горного барана.
Чубуку – горный снежный баран, единственный представитель горных копытных на северо-востоке Азии. Сегодня это не только символ, но и настоящий бренд района. Встретить его – большая удача. Вот стоит Чубуку, снежный баран, прямо на вершине. Не видно же, черная точка мелкая. Откуда вы знаете? Может, это камень? Мы точно знаем, что Откуда вы точно знаете? видно, ноги видно. Он вот так стоит немножко боком сейчас. Немножко боком, а еще у него в ту белое сторону. пятнышко и рога блестят на Вот он солнышке. шевельнулся, вот шевельнулся. Ага. Остается один выход – подняться на горы. Вот бараны. Тут 20 баранов утром кормили. Видите, да? На склоне. Вот. Они покормили, потом пошли. Они там дальше по ручью они, получается. На самом деле, когда поднимаешься вроде бы на ерундовую высоту, забываешь про всех баранов и просто любуешься потрясающим видом. У меня даже закружилась голова от обилия оттенков белого. Вот здесь настоящая свобода. На гигантских просторах, нетронутой человеком природы. Эвены верили в духов, в предков. И чем легендарнее был предок, тем больше им гордились. У моих предков были шаманы и князьки, да, там, племенные вожди у моих предков были. Тоже от царя получали пояса с кортиками. В музее его сейчас здесь. Получается, это похоже на японскую религию. Она очень похожа на японскую религию синто. Вот это. Точно то же самое. Всё идет. Вера в духов предков. Духов предков, вера. Поклонение. Поклонение. Безусловное поклонение предков. Кажется, я нашла якутскую Аляску, спрятанную за тысячами километров, огромными непроходимыми лесами, в самой глубине Верхоянского хребта, подальше от людей, поближе к животным. И название ей – Эвена-Батантайский район. Здесь свобода чувствуется в каждом вздохе. Мелодичное молчание леса убаюкивает с первой секунды. А белизна снежных вершин влюбляет навсегда. Теперь мое сердце отдано этим полям и солнечным оленям. Такой звук, да? Явно так. Настоящий венский йогурт. Правда, очень вкусно. Сливки как будто с вареньем. Самый вкусный йогурт, который я ела в своей жизни. Это был самый горный выпуск «Отмороженный» за всю историю программы. Сейчас я еду дальше, знакомиться с другими народами Севера. Ау! До встречи за полярным кругом, друзья!